Никто пока из бойцов не торопится. Начинает атаку Санжар Адилов. Прессингует своего оппонента. Да, нельзя давать до Сильвы слишком много пространства. Очень хорош он работе именно вот коленями, ногами. Прекрасно он это продемонстрировал в поединке против Ашимова. В какой-то момент даже попадает джеба. Нокаут до Сильва. Очень хорош. Пластичен. Ну и Адилов, скорее всего, будет бороть. Неплохо у него получается. Особенно крайний поединок показал, что у Адилова очень хорошая борьба. Такой обманный лоу-кик, да, был? Показал рукой, но вот в итоге чистый мы видели лоу-кик в голень. Неприятный такой удар. Снова атакует джебом бразилец. Очень быстрый. Есть такое ощущение, что он немножко опережает именно вот в плане скорости Адилова. Санжар, на мой взгляд, слишком зажат пока что в первые минуты поединка. Да, даже по лицу видно, что он прям напряжен очень сильно. Что не так часто его именно с таким выражением лица видишь по ходу поединков. Да, причем, обратите внимание, постоянно показывают, что... Боковой, да, хочет бить слева? Хочет встретить левым хуком. Да. Возможно, это обманка какая-то, да, чтобы прикормить и вывести на другой удар. Обрати внимание, вот, не хочет с центра октагона уходить до Сильва. Понимает, наверное, что если будет подходить к сетке, будет, скорее всего, будет борьба. Будет попытка проведения тейкдауна. Ну и Санжар также Нащупывает корпус сейчас. Встретил все-таки левым хуком Санжар Адилов. Хотя атаку начал до Сильва. Попытался, да, просто вот напролом пойти вперед. Сразу же успокоил его Санжар. Его, конечно же, колено в прыжке контратаковал Адилов. Пытается атаковать лоу-киком и завершить свою атаку боковым ударом. Передней рукой. Очень аккуратно. Ждал все-таки больше борьбы от Санжара, но пока вот даже ни одной попытки. Да, попытка проведения тейкдауна. Первый завершается успешно. Ну и сейчас оценим борьбу до Сильвы. В поединке против Ашимова он нам не продемонстрировал, не довелось показывать борьбу. Ашимов-то у нас все-таки боец ударного стиля. Позиция сейчас Хавгарда и... смотри, что задумал. Интересно, с позиции Хавгарда попытался сейчас занырнуть под ногу и, скорее всего, выйти за спину. Очень опасен этот парень в партере. Не так часто увидишь, вот, знаешь, такие глубоко грэплерские вещи. Интересная задумка. Но все же Санжар контролирует, потихонечку обходит. Будет ли попытка добивания? Отключает кисть. Но вот не удается Санжару закрепиться, знаешь, в тех позициях, которые он пытается занять. Даже сейчас, казалось бы, у сетки оказывается прижат до Сильва, но тем не менее удара не наносит. Здесь было несколько попаданий Санжара Адилова. Осталось 30 секунд, можно побить даже. 30 секунд до окончания первого раунда. Да, не дает просто в партере работать. Да Сильва очень активен. Сознанием дела подходит именно к работе со спины. Боец из Бразилии. Попытался сейчас в концовке взорваться. И первый раунд заканчивается. Не все так просто. Ну,
если верить стереотипам, да, это же боец из Бразилии. Он априори не должен не уметь бороться в партере. Есть такой стереотип, конечно. Но мы видели много бойцов, примеров из Бразилии, которые противоположным стилем обладают. Опять начинают пристреливаться с первых же секунд второго раунда. Отлично. Правый прямой от Адилова. На второй раунд уже более такой собранный вышел. Адилов пытается вот именно перестрелять своего соперника. Выжидает да Силва. Жесткий такой лоу-кик. Атакует лоу-киком бразилец. О, размен. Отлично! О, потрясен да Сильва. Да, это такой был нокдаун, легкий. Ну и в позиции гарда сейчас находится Адилов. В какой-то степени это однозначно доминирующая позиция, но проблем сейчас да Силва однозначно создаст своему этим- сопернику. Да, с этим сложно спорить. Да. Первый раунд показал. На него ставь, вот здесь руки, вот так правая, да, вот так, левую так же. Ну и для Санжара позиция работа в карде в безопасном режиме он может провести вот оставшиеся 3 минуты. Постоянно на Сейчас будет пытаться приблизить происходящее в партере ближе к сетке октагона, что в целом успешно и выполняет. С корпуса тоже, с корпуса локтем бей сам. Да, но все же не так активен Санжар. Сажа, центр чуть развернись. Ну и, возможно, была установка от Игоря Фунтикова. Не наносить удары, потому что это чревато попыткой выхода на болевой, либо смены позиции свипа от да Сильвы. Но при этом и для рефери, который наблюдает сейчас, активность присутствует, поэтому вмешиваться в происходящее, наверное, будет не совсем уместно. Все-таки встает с партера, довольно-таки умело он И это колено в клинче наносит ударом. Удар наносит колено. сделал. Первая половина раунда за Адиловым. Попадает справа да Сильва. Неожиданно было. Буквально из ниоткуда выбрасывает правый оверхенд. Да, Бразилец. этот парень может удивить. Пошел опять в ноги Адилов, добивается своего. Ищет сейчас шею своего оппонента. Искал, по крайней мере. Хватается за сетку. Ну, тут Ахтлео Скирбайло пресек действие Флавио да Силвы. Демонстрирует бразилец, что нет активности. Да, и делает все правильно. Тут нет претензий к да Силве. Пытается выйти. На рычаг локтя. Рычаг локтя. Опа, Сможет ли это аккуратно. сделать? Ох, как он аккуратно это сделал. Использует сетку грамотно. Ну, Адилов видел эти намерения. Позиция халфгарда. Сейчас вот пытается повторить тот же самый трюк, обойти. Попытка ручного треугольника. Санжар. Вовремя да Силва, Флавио да Силва увидел атаку Адилова. Прихватывает опять шею здесь Санжар и сам оказывается внизу. Не очень хорошая позиция для удушающего приема. Да, под конец раунда теряет выгодную позицию. Навряд ли это повлияет на ход, на решение судьи вот именно касательно этого раунда. Но все же неприятно. Да, его задача сейчас оставшиеся 20 секунд протянуть, не сделать какую-то ошибку. У да Силвы нет возможности амплитудные какие-то удары наносить. Санжару, наверное, в этом плане повезло, что он чуть позже, да, ошибку эту совершил. Третий раунд.
Выжидает уже да Силва. Пытается контрить. Ну, Адилов мы уже прекрасно понимаем. Он ждет возможности для тейкдауна. Но, как мы видели, явно он никогда не идет на борьбу. Он идет именно в тех ситуациях, когда это можно сделать без каких-либо рисков. Неплохой такой оверхенд. От до Силвы. Обмен джебами. Да, здесь и оба попадают. Снова попытка проведения оверхенда бойца клуба Валикао. Но не было плотного попадания, точного попадания, по крайней мере. Пошел бороться Санжар, но вот уже не так свеж, да? Без проблем переводить. Все-таки добивается своего, но вот шея осталась. Технически очень грамотно действует сейчас да Силва. Главное, чтобы у него хватит ли физухи Опасная доработать. ситуация для Санжара. Прихватил шею, отключены у него руки. Попытка Очень тяжело проведения защищаться. удушающего приема, но Да, выжил все-таки Санжар. вторую руку нейтрализовал Санжар. Еще 3 минуты впереди, но вот третий раунд, мне кажется, более такой, да, у нас получился драматичный. Получается. Да Силва вот всем видом показывает, что Санжар слушает поединок, тянет время. Будет ли попытка обхода гарда или будет отсюда работать? Смотри, метит треугольник уже здесь да Силва. Видит все эти действия Адилов, естественно. Половина раунда остается до окончания поединка. Попытка свипа, смотри. Цепляет ножки, блокирует. Будет ли пытаться сам Санжар Адилов провести удушающий? Не стал рисковать. Наверное, сделал выводы после второго раунда, да, когда он пошел за удушающим приемом. Но вот в итоге оказался под соперником. И за 2 минуты до окончания этого поединка Аттилио Скрибайулла принимает решение поднять бойцов в стойку. Отлично попадает попадает, справа. видит все это да Силва, видит его проход. Уже сам пытается атаковать. Отличный выход за спину. И мы возвращаемся заново в партер. Получается уже привычное для нас положение. Положение открытого гарда. Да Силва очень хладнокровен. До последних секунд будет пытаться именно с гарда что-то соорудить. Обойди ноги, обойди, улучшай позицию. Вот она, позиция халфгарда. Очень пассивный в партере, кстати. Адилов всячески Занимает пытается контроль. обойти. Нет, не получается закрепиться в этой позиции. Был близок взять позицию, но да Силва очень хорош в работе на земле. Вот еще одна попытка смастерить рычаг локтя. Минута до окончания боя. Хватит для этого времени бразильцу что-то снизу сделать. Очень плотно борется Адилов. Прекрасно понимает, что немножко пространства дать этому парню, а вернуться проблемами. Тактически очень грамотно построил Адилов поединок. Нельзя сказать, что он был на голову выше соперника, но вот особых проблем не испытал. Понял свое преимущество именно в тейкдаунах. Такой ключевой момент, кажется, в этом противостоянии. Да. И очень грамотно сейчас это все использует. Ну и в последних 10 секундах навряд ли что-то Изменится. изменится, да. И мы получим с вами третий из 7 поединков, которые дошли до судейского решения. All three judges scored this contest 30-27. Winner by unanimous decision.
Division. Бірауыз шешіммен жеңіске жеткен Санчар